Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Подворье» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня мы приехали в гости в село Хатасы. Неспроста, потому что сегодня мы поговорим о том, как же дать жизнь старой мебели. И я приехала в гости к Прасковье Владимировне Абрамовой. Она у нас является реноватором. Что такое реноватор? Это совершенно другая, знаете, профессия, увлечение, если сравнивать с реставрацией. А кто такой реноватор и чем он занимается, мы узнаем сегодня. Знакомьтесь, это тот самый реноватор, который всю жизнь проработал главным бухгалтером. Здравствуйте. Человек работал в офисе, занимался все время цифрами, сводил дебет с кредитом, а выйдя на пенсию, решил заняться реставрацией мебели. Прасковья Владимировна, расскажите, с чего все началось, почему вдруг решили работать с деревом, с красками, с маслом? Как пришла такая идея? Такая идея ко мне пришла. Ну вот у меня вообще талантов не было. Вот я все время думала, как я на пенсию пойду, что я буду делать. Вообще, кроме цифр, кроме ничего, всего этого, я ничего не представляла, да? И вот у меня даже муж пугался, вот если на пенсию пойдешь, такой человек энергичный, что будешь делать, да? У тебя депрессия, наверное, начнется. Ну вот... Потом я даже не знала, чем заняться, и вот у меня как бы пошла учиться на курсы саморазвития. Есть, оказывается, у нас здесь в Якутске очень хорошие люди, Сыджаева и Дам Филипповы, да? Они вот как раз изучали, я прошла курсы, как, раскрытие себя, там, как человек должен себя понять. Короче, все у меня сложилось в голове. По полочкам разложилось. По полочкам разложилось, и я подумала, вот зачем мне вот сейчас сильно работать, стресс на работе, да, и у меня головные боли, зрение очень плохое, у меня минус 20, да. И вот я думала, заболею, что я кому нужна буду? Я нужна счастливая, здоровая своим детям, да, своей семье. И поэтому решила уйти с работы. И потом вот, когда вот училась, у меня, наверное, что-то раскрылось. Люди, вот Саина же вот была, вот слышали все, наверное, да. Вот они как раз последователи вот этой Саины. После как бы люди начинают стихи писать или что-то там рисовать, а у меня что-то, наверное, вот это раскрылось. Раскрылся такой талант. Да, я начала шить. Я вообще по жизни даже иголку в руках не держала. А тут начала шиться. Там всякие вот такие сумочки, вот, допустим. Это тоже ваша работа, да? Да, это моя работа, но это самая первая, чуть ли не можно сказать, да, такие шоперы начала шить, всякие подушки вот начала шить, да. Вот подушечки тоже ваши. То есть шитье это было первое увлечение? Да, первое увлечение. А потом приехали на дачу. Вот на дачу приехали, и смотрю, у меня получается очень, все, кажется, завалено в мебели, да? Да, это, кстати говоря, это, наверное, проблема многих дач, когда сюда привозят все и складируют. Да. Особенно старую мебель. Да, отовсюду забирают, от друзей, от знакомых, да. Даже бывает со свалок забирают и привозят сюда и ставят эти шкафы. А они все разносортные. Да. И получается, вот у меня даже вот, я вообще-то как-то любила, кажется, такую мебель, но я сама вот, кажется, подсознанием, да. И когда переезжали из Барагонцев, я в Барагонцах жила, мы в Барагонцах жили, и переезжали из Барагонцев, у меня вот машина, вот когда переезжала, вот такие стулья были, да, там еще посмотрите, стол, шкаф, старинный, сундук, вот мамина, да, все почему-то я их перевезла с собой. С собой потащили, с Барагонцев сюда. Да. А потом вот мне все время хотелось вот реставрировать вот эти стулья, да, вот это старое, вот, я пока еще вот один, у меня еще не отреставрированный, да. Так, вот, обратите внимание, дорогие друзья, вот такие стулья, мне кажется, были практически в каждой семье, да, в каких годах это? Стул какого года примерно? Ой, 50-х, 60-х годов, 50-х, 60-х Здесь моя мама сидела, мои родители вообще, вот мы мои видим, сколько здесь слоев краски, да, на нем, да, просто вообще тонна краски. Тонна краски. Там еще всякие морилки, там всякие, очень, мне кажется, сложно. Я когда начала его реставрировать, сперва ужаснулась, да. Но первое, что я купила, вот у меня вот был этот... Что это такое?
фен строительный. Мгм. Его включаешь, он под градусом там, и его вот растворяет, вот, ну вот... Он да, краска под градусом краска плавится. Краска плавится, и легко потом можно его вот шпателем его снимать, да? Ага. Потом что еще нужно? Полностью снимаешь, полностью сняла, и потом вот шлифуешь. Ага. Ну, вот этот стул, он как бы не поддается вот Шлифовке. машинке, да? Ага. Это надо вручную. Это такая работа, это грязная. Сколько Да. дней в среднем нужно, чтобы вот превратить из такого древнего стула вот в такой элемент, знаете, ну, современный такой, да, как бы, это же... Что это? Как в стиле каком? Вы уже больше разбираетесь? Да, у меня стиль Прованса. Вот это у меня на террасе стиль Прованса. Я вот начала обратите внимание, вот. Лепнина какая-то. Да, лепнина. Это я сама все тоже делала. Могу показать потом, из чего я сделала. Это самотвердеющая глина. В молду я его заливаю и вот из него делаю. Сперва он был белый. Я покрасила белой краской. И очень была довольна. А потом узнала, что есть такое масло. Масло есть, да. И вот когда я снимала, вот шкурила, да, и оно вышло вот такие вот хорошие такие вот рисунки, структура дерева, и мне так понравилось, и я решила вообще вот все вот заново все опять зашкурила и покрыла маслом. То есть, по сути, это 3 стула с одного места, с одного выпуска, да? Просто вы их по-разному обработали, немного, здесь добавили лепнинки, а этот еще остался просто как на память, и когда будет время свободное тогда. Когда будет время свободное, или я когда определюсь со своим стилем. Еще окончательно стилем. Я еще не определилась, я вот начала все это так делать, и потом начала вот, ну, хаотично сперва начала делать, потом мне дочка говорит, ну, тебе надо как-то определиться со стилем, есть, говорит, стили всякие разные, да? Ты вот начинаешь красить, а просто что-то надо продумать. Хотя бы в одной цветовой гамме, да? Да. Так, ну, значит, смотрите, для реставрации вы используете самое главное фен. Потом у нас здесь есть вот такой шпатель, да? Да. Маленький такой, он удобнее всего, да? Да. Или у вас они разных размеров все, да? Разных размеров есть, ага. Потом для... Шлиф-машина. Шлиф-машина обязательно тоже. Да, И, соответственно... А шлиф-машина, если вот делаешь, но не просто одним этим делаешь. Вот, Да, допустим, разных резьбы. 40-ка идет сперва побольше, потом 60-ка, ну вот 80-ка, 100, 120. Ну, то есть много, да? Да, 150. Хорошо. И самое в конце там мелкозернистые. А что касаемо покраски, что мы используем? Какие кисточки нужны? Потому что вечная проблема. Начинают вылазить, да, тут волос, здесь и так далее, и так далее. Вы же чем красите Да, стульчики? я когда вообще начала красить, у меня сахамебель, вот стенка была, сахамебель, она здесь, вот самую плохую стену показываю. Пойдемте покажем, где вы красили первую свою работу. Да, это моя самая первая работа была. Вот, это стенка была. Она вот здесь сильно большая, такая снизу была, да? Я мужу сказала, муж мне срезал как буханку хлеба снизу, и она как бы уместилась вот здесь. И мне дочка сказала, сходи, говорит, там есть магазин «Инлавка», и там такой красивый свет. Я пошла, и потом думаю, какой свет покрасить-то? И потом уже вот всякое белое, там черное, сама вот что-то акриловую краску там, и потом в Arctic Color пошла, нашла тоже краску, и вот покрасила вот как бы, ну вот. А это какой цвет у нас? Серый, мятный, что это? Я даже не разбираюсь. Серый. Ну, сейчас я на него смотрю и вообще не могу проходить вот. Потому что у вас уже работа есть получше, правильно? Да. Давайте покажем еще. Вот, обратите внимание, тоже был, да? Это был это старый детская стенка была, тоже старая, вот от детей осталась, и вот как бы темного цвета. Темный. Вот есть, наверное, фотографии в Инстаграме у меня есть, она темная. Вот можно вот так посмотреть. Вот таким было темным цветом. Вот таким цветом был. И вот я его покрасила. Тоже вот серый цвет. Обратите внимание, здесь все сочетается. И корзиночка в этом цвете, да, и полочки. Но даже вот сейчас Парасковья Владимировна открыла, у нее коробочки. Не просто коробочки, а посмотрите, как у человека все
оформлено? Газетами, да, это все? Да, газета, это иностранные газеты, мне дочка отправила специально. А, так они еще и на иностранном языке. Поглядите, это что, немецкий, да, или что это? Нет, Французский. Французский, ага. Вот И так. вот потом газету просто я приклеиваю и этим лаком покрываю, и как бы коробочка для... Какая красота. Вот здесь мы видим еще один элемент, да, такой мебели. Это как был... бы, вот дом я хочу сделать как стиль Скандинавии. Оно как бы колористика света, там я уже узнала, что такое колористика. Там получается Совершенно новая терминология, да? Это вам не бухгалтерский учет и аудит, да? серое, белое. Вот, а скандинавский стиль это белый, вот потолки были вот как бы получается ДВП серое, и оно как бы очень темно. Темно. Ага. А здесь уже решила беленький. вот белым покрасить, вот окна вот серым. Вот и этот вот шкаф просто был серый, рыжий был. Рыжий был, да. стал бело-серебряный. А, вот такой рыжий был, видите? Такой рыжая мебель раньше же была популярна, да? И вот стол тоже вот его сверху серый, здесь как бы белый. Да? Мужская Ивановна, мы видим вот здесь кресло. Я бы вот, честное слово, никогда не подумала, что это кресло каких годов? Тоже, скорее всего, 60-х. Это советские кресла. У нас есть возможность увидеть, в каком изначальном виде они было. Наши телезрители сейчас, обратите внимание, на экране появились те самые кресла до, а после они выглядят вот так вот. Да, мы уберем подушечки. Обратите внимание, что мы здесь заменили. Основное, это, конечно, наверное, внутренности были, наверное, Да, не очень хорошие. поролон вот на десятку поменяли, чтобы здесь было мягко, да? Внутри было вот стропы, они были порванные, стропы поменяли. И вот подлокотники полностью все снимается, разбирается. У меня все разбирает, у меня помощник муж. Без его золотых рук я ничего не делаю, да? Но он мне вот разбирает, он разобрал, а мое дело потом все шкурить. Это было покрыто лаком, морилкой было. Да, такой темно-коричневый цвет, да, мы видим на экране сейчас. Когда я вот шкурила, здесь такой шум стоял на всех хатасы. Муж говорит, вообще, говорит, это страшно. Говорит. И пыль, говорит, стоит. Столбом, да? Да, пыль столбом, меня не видно, говорит. Тебя не видно, говорит, ты вообще, говорит, я вот в маске, там все это. Вот здесь мы тоже видим тумбочку, да, здесь вы переделали. Тумбочка тоже была, да, совершенно Я в вот другом люблю виде. экспериментировать, да, разные краски. Вот это краска Энни Слоун, английская краска. И я попробовала, вот они, пробники взяла, заказала и вот попробовала как бы покрасить. Ну, такой яркий получился элемент, да, вашей И потом мебели? сделала вот трафаретом, сделала вот такой Хараскал якутский. Так, у нас здесь есть кухня, но она в процессе, да, еще или уже все завершено? Нет, это все, это просто осенью или ранней весной здесь как бы кухня нам нужна, поэтому здесь мы Вот здесь. тоже со шкафчиков маленьких, там эти тумбочки были. Тумбочки. Ну, думали, что делать, потом купили вот Столешницу. за 2500 столешницу. Попали под акцию. И вот на тумбочку поставили, тумбочки покрасили. А тумбочки были какие? Вот, тоже которые рыжие были. рыжие, да? И вот это тоже вот этот от старого шкафа тоже вот из дома привезли. И вот он. Осталось ручки сюда-то красивые только. А вот они, те самые краски, да? Вот, может, посоветуете для тех людей, кто, возможно, уже захочет начать что-то дома, да, реновировать, да, правильно будет представлять? Реновировать. То есть это вы реноватор, потому что вы не приводите к начальному виду, да? Я не привожу к начальному виду, да? Под старину делают люди, да? Но моим не нравится. И мне самой тоже не нравится, потому что все время у нас старая мебель была старая, я хотела вот что как-то, чтобы она была более современная. Ну, старую мебель в современный вид привести, да? Так, вот, ну что, краски, какие вот основные ваши помощницы, главное, да, основные помощницы, вот эко-краски, вот Вернинская мануфактура и
И есть вот Мирабелла, да, вот последняя моя любовь вот вообще, Да? вот, да, я их очень люблю, они мне очень нравятся, я постоянно ими вот крашу. Очень они благородно смотрятся. Я дома красила, ну, когда вначале красила, мне не давали вот большие, не разрешали мне красить, а потом уже этой зимой мы покрасили у себя кухню полностью. Большая кухня, вот фотографии, наверное, есть, да? Да. Ага, вот она Кухня есть ваша, да. Да. У вас была кухня такая темно-коричневая, стала светлая такая, да? светлая, да, цвет айвори. А посмотрите, пожалуйста, у нас есть очень красивый сундук. Расскажите историю этого вашего такого, знаете, памятного, наверное. Да, этот сундук моих родителей. Я его, вот как сказала, перевезла из барагонцев. И она у меня долго вот в сарае стояла. И ну, как бы запах, конечно, был. И потом я его давно хотела, но вот затащила. И краска, она была какая-то старая краска. Она старая краска не так быстро слезает. То ли она... Красная была, да, еще? Да, олифа там, все. Разные вот такие, кажется, Перекрашивали несколько раз, да? ага. И потом я... Ой, смотрите, вы даже тут сохранилось, да, все вот это? Все это я Гвоздики, сохранила, да? гвоздики сохранила, вот это все сохранила. Это... Вот главное, вот это тоже вот сохранила. И ручки тоже вот сохранила, из коровьей кожи. Да что? А был он вообще... Страшненький. Страшненький. А сколько потратили времени на него-то, чтобы восстановить? Я начинаю что-то делать, у меня как заведусь, я могу за день все закончить, но меня только удерживает то, что, вот, допустим, это я маслом покрыла, масло Гаппа, она как раз у Даи Заварухиной тоже продается, и вот очень хорошее масло, но надо, чтобы она придерживаться между слоями, там 6 часов. Поэтому вот только вот это меня и поддерживает. Останавливай, да? Да. Вот у нас еще, это последняя ваша работа, вы сказали, да? То, Да, что вот это вы, над чем вы работаете сейчас? Ну вот в этом году мы вот этот полностью вот лестницу свою переделали, она была на той стороне, и без перил мы так и жили, как-то вот не обращали внимания, да, а потом как-то вот я начала заниматься вот этой перекраской, и все то, что то, что на глаза попадается, мне уже не нравится, да, я начинаю вот думать, как бы перекрасить, что-то сделать. И вот мы все это, папа наш все сделал, и мы перекрасили. Вот. А это маслом. Здесь она была сломанная, и мы нашли вот другую доску. И ну, то, что с чернотой, я думаю, наоборот, старину там И здесь вот ниша такая оставалась, какая-то ну, некрасивая ниша. Я вот была в гостях у сестры двоюродной, и вдруг в гараже увидела обувницу. Она такая страшная стояла. Я говорю, ой, говорю, подари мне. Подари. Да забери, говорит. И вот забрали, и вот отмыла, отшлифовала, и где вот надо, конечно, шпаклевкой подремонтировала. Ножки вот нашли. А вот это что такое? Это ротанг. То есть он продается тоже, да? Да, он продается. Метражом? Вот да, метражом продается. Я хотела вот ротанг тоже попробовать. Я говорю, экспериментатор. И речками все закрепили, да? Это речками, у меня идеи появляются. Вот я идею говорю, и муж мне делает, а я все вот контролирую, крашу. Да. А вот это я покрыла прозрачным маслом. Да, покрыла. И она как-то, ну, пока еще ручку не приделали, ручку хотим сделать. Вот так вот, да? Так, а Параскева Владимировна, а вот мы, если вспомнить вашу первую работу, вообще есть такой вот элемент? Ну, по мебели это вы сказали, вот та старая советская стенка. А вот вы же еще занимаетесь там, какие-то подносы делаете, да? Занимаетесь вот декором именно каких-то старых вещей вот здесь. Что у вас? Ну, когда я вообще начала заниматься, я не знала, что кто-то тоже такое любит, да? И вообще пошла, дочка нашла мастер-класс у Марии, Хом-декор Мария, да, вот. И я сделала вот первый раз вот такую тортовницу сделала. И мне так понравилось, и такая окрыленная пришла. Оказывается, есть люди, которые, якутские, есть люди, которые что-то делают, да. И сейчас у нас очень много вот сообщества, очень много людей, которые вот, оказывается, этим занимаются. А это у Даи Заварухиной тоже вот на мастер-классе была вот сырница.
Ага, сделала вот это. Это получается вживление в дерево. Вот. Мы с сестрой ходили, сестру тоже я людей заражаю своей болезнью этой хорошей. Хорошая болезнь. Сестру заразила, и мы тоже вот с ней ходили, и вот вместе сделали вот такие вот сырники, да? Потом уже сама вот всякое разное сделала, это декупаж. Потом, когда маслом начала заниматься, вот очень красивые цвета есть, вот масло, да, они Фактуру подчеркивает, да, дерево? Дерево подчеркивает. Вообще вот я восхищаюсь, начинаю вот прямо дерево вот прямо вот глажу, и мне нравится. Нравится просто хотя бы на ощущение, да? Да, на ощущение. Потом вот его можно вот Завтрак, постель. постель, правильно. Очень. Ну что, И вот стол. вот стол. Старинный стол, да, получается. Он у нас 25 лет. И он страшненький тоже был. Вообще вся замасленная, вся какая-то нехорошая. Вот я вот тоже маслом покрыла. Она прозрачным маслом. И потом воском масле я еще финиш сделала. Вообще вот красота. Ну что, Прасковья Владимировна, давайте посидим все-таки на ваших новых креслах, да? Очень, очень удобные они. Подушечки у нас тоже очень красивые. Но если все-таки сказать, для реноватора, что вы можете посоветовать? Что для начала нужно? Вдохновение, наверное, да? Да, надо вдохновение и труд. Труд. И терпение. Терпение. Некоторые мне рассказывают, да, ой, я с таким восхищением, с таким этим начинаю рассказывать, когда вот затрагивает эту тему, я не могу не остановиться, да, и вот рассказываю и говорю, как это сложно, как это все это, ну, мне вот вообще вот все это захватывает, очень захватывает, и вот я начинаю прямо окрыленная такая. Когда заканчиваешь что-то, я вообще начинаю окрыляться. А вот если что-то увижу, вот, ну, утром у меня начинается Инстаграм, я смотрю то, что делает, и если что-то увижу такое, я уже прямо загораюсь. Ну вот у меня как бы этот дом, как бы стиль Скандинавии начинаю делать, шторы я вот, текстиль как бы сама буду делать, это пока шторы старые. В работе, да? Да, в работе, шторы я уже купила, буду шить, еще что-то. В общем, я думаю, мы к вам еще не раз вернемся, да, Прасковья Владимировна? А еще вот комнату сделали, спальню сделали в стиле, как бы, как сказать, морском стиле. Вот, спальня в морском стиле, посмотрите. Она у нас была очень темная, и у меня дочка говорила, что вот это, как чулан у вас. А эта стена была, она вообще потемневшая, поэтому мы взяли вот обои, фотообои, и вот шкафчик. Вот этот шкафчик тоже вот старый цехомебель шкаф. Мы его перевернули, это было снизу. Мы перевернули и нашли вот старые вот это ножки от старых шкафов. Они железные. Вот. И вот ротангом тоже обшили. Вот. Ротанг мне очень понравился. Понравился, да? Но там вы его покрасили в белый цвет, да? Серый. В серенький. Серенький цвет. Ну, под стиль как бы море. Как под стиль. Всё. Ну что, Прасковья Владимировна, спасибо большое, что показали нам весь этот мир. Еще что-то есть у вас? Пойдемте еще посмотрим. Еще одну работу надо показать обязательно. Итак, здесь мы... Это у меня терраса, она как стиль Прованс. Да, вот это кухня цехомебель. Она была вообще старенькая, у нас была дилемма выбросить, но потом вот она стояла старенькая, страшненькая стояла. Столешница осталась после ремонта у сына, мы забрали, и потом покрасила вот тоже вот, да, совой называется, тоже Мирабелла. И вот сверху... И даже мойку сделали, да, да, вот в таком же стиле. В таком же стиле. Вот.
Ага. И вот столик тоже, он тоже был убитый, такой страшненький столик, и вот с этим тоже вот. Да и декор. стульчик у вас стоит тоже в этом. Да, Посмотри. вот Там таком. простая табуретка вроде бы. А посмотрите, за счет может- цвета как преобразилась. А вот, посмотрите, для сравнения. Прасковья Владимировна оставляет все, видите? Для сравнения, что был один табурет и каким он может быть. А вот, посмотрите, трон королевский практически. Папа наш сидит. Трон у папы. Тоже покрасила цвет. Ну что, дорогие друзья, да, вот еще обеденный стол огромный, красивый, да? Большой. Это тоже 60-50-х годов. Это мамин стол. Мгм. Вот так вот. Ну что, Прасковья Владимировна, спасибо большое, что пригласили нас к себе в гости. Дорогие друзья, если вы хотите задать вопросы к нашей Прасковье Владимировне или создать вот такую красоту, смотрите, какой бочонок красивый. Она расскажет, подскажет, у нее есть инстаграм-страница, мы вас свяжем с ней обязательно. Пишите, звоните к нам, адреса и телефоны вы видите прямо сейчас на вашем экране. Но мы не прощаемся с вами. Увидимся в это же время уже завтра на этих же телеканалах. До новых встреч. Спасибо вам большое. Увидимся. Спасибо.